На самом деле, один мой замечательный друг подарил мне нарисованный портрет, но он был нарисован с фотографией, вот так, чтобы 2-3 часа сидеть и в одном положении, чтобы тебя нарисовали. Такого, конечно, в жизни не было. Наверное, это будет сегодня первый раз. Да, любые вопросы, которые мне будут заданы, мы на них обязательно найдем такой ответ. Думаю, что вопросов не боюсь и смогу ответить на все вопросы так, как я о них думаю. Здравствуйте. Здравствуйте! Как доехали? Как настроение? Все в порядке? Дорога ровная. Думаем, улыбаться будем вместе. Здравствуйте, меня зовут Алиса. Я хочу вас спросить, в скольких странах побывал ваш мотоцикл? Вы знаете, мотоцикл этот новый, потому что спортивная техника, она изнашивается очень быстро. Наверное, так же, как ваш карандаш. И спортсмены ее меняют очень часто. Но надеемся, что он поездит. Этим летом он побывает где-нибудь. В каких странах побывали вы? За профессиональную жизнь нам удалось объехать практически всю Европу, начиная от Финляндии, Швеции, Голландии, Германии, Австрии. В этих странах у нас проходят этапы чемпионатов мира, отборочные соревнования. Мы их на протяжении 10 лет регулярно посещали. А в какой стране вам понравилось больше всего? В какой стране? Ну, даже очень трудно, когда едешь на работу, совсем другой настрой, настроен на победу, и какие-то достопримечательности, они не запоминаются. Я надеюсь, что когда вот у меня закончилась спортивная профессиональная жизнь, я поеду со своими воспитанниками в те страны, в которых выступал, и обязательно посмотрю, где лучше. А потом вам расскажу по секрету. А вы любите путешествовать? Путешествовать, ну, как сказать, мне очень нравится быть дома. Мой спортивный график был насыщен переездами. Мне удалось побывать во многих странах, наездиться. Мне сейчас очень нравится дома. Я никуда не хочу. А на каком мотоцикле вам больше нравится ездить? Который шипованный или нет? Кроссовый мотоцикл я использую для подготовки и для поддержания физической формы, чтобы в летний период, ну, то есть оставаться всегда в движении. На самом деле профессионально занимался гонками на льду, это мотоцикл с шипами. А сколько шипов на мотоцикле? А в каком колесе? В переднем или в заднем? Есть разница? Есть. Ну, в переднем. 130. Вы проверяли? Обязательно. А в заднем? 182 тоже проверял. Вообще на вот этом мотоцикле, на нем шипов таковых нет. Это протектор на резине. Потому что этот мотоцикл предназначен для летних соревнований. Зимой мотоциклы отличаются от этих. И на колесах размещены стальные шипы. На переднем колесе шипов меньше, а заднее колесо, так как оно еще и толкает мотоцикл, не только поворачивает влево, там есть дополнительные 2 ряда, из-за чего шипов больше. Сколько весит вот этот мотоцикл? Он такой большой просто. Ну, вес этого мотоцикла где-то чуть больше 100 килограмм. Сколько стоит ваш мотоцикл? 8000 евро. Этот мотоцикл когда-нибудь падал на вас? Ну, надеюсь, что этот на меня не упадет. В спортивной практике такое было, что мотоцикл бывало падает на спортсмена. Больно? Ну, как сказать, относительно. А девушки участвуют в мотокроссе? Вот, в России это не очень сильно развито, но на самом деле проходит чемпионат мира по женскому мотокроссу. Сколько мотоциклов у вас было за всю жизнь? Честно говоря, такой подсчет не вел, но бывало зимой изъезжал до 3 мотоциклов. А у вас есть какие-нибудь ритуалы перед соревнованиями, которые приносят вам победу? Скажу так, у каждого спортсмена есть свой ритуал, который он проходит. Это
даже самое простое, одинаково перед каждыми соревнованиями одевать экипировку. Каждый спортсмен экипированный, они надевают на себя защиту, которая в случае падения защищает его от травмы. Ну, грубо говоря, даже перчатки. Сначала одевается правая, потом левая, у кого-то наоборот. И эти традиции каждый спортсмен для себя соблюдает. А вот представьте себе ситуацию. Вот вы говорите, вы суеверный человек. Вот вы идете, и вам переходит улицу черная кошка. Что это значит для вас? Это значит, что наказание и Ничего не проклятие значит. удвоилось? Или все-таки... Нет, ничего не значит. обратно? Ничего не значит. Это как бы суеверный, но в пределах разумного. То есть вы верите только в спортивные приметы? Да, только в свои, которые В бытовые не верите? в бытовые не верю. Скажите, а у вас были травмы? Травмы, да спорт наш не травмоопасный, так что назвать это травмами нельзя. Когда вы ехали, я заметил, что у вас на руке какая-то травма. А это откуда она произошла? Ну, это не травма, это царапина с прошлых соревнований, которая так случайно досталась. Какие повреждения считаются типичными? Типичным повреждением чего? Спортсмена или мотоцикла? Спортсмен. Спортсмена? Ну, наверное, царапины на локтях. А скрывали травмы от своих родных? Ну, честно говоря, Да. не всегда хочется рассказать близким о каких-то там мелких царапинах, чтобы лишний раз их не расстроить. А был момент в вашей жизни, когда вам хотелось бросить мотокросс? Бывает от работы, от усталости такое приходит желание плюнуть на все и заняться чем-то другим, но потом успокаиваешься, находишь себе силы и продолжаешь заниматься, потому что знаешь, то выбранное направление с детства, оно правильно, его нужно довести до конца. Скажите, а в детстве вот вас заставляли родители заниматься спортом или вы сами? Нет, конечно, родители, я думаю, не могут заниматься тем делом, если ребенок не хочет чем-то заниматься. Это был мой личный выбор, который родители поддержали, помогли мне стать профессиональным спортсменом. А когда у вас появился первый мотоцикл? Мой первый спортивный мотоцикл появился, наверное, лет в 11. Ну, вообще, в детстве меня привлекла езда на мопедах по улицам, по поселку, в котором я жил. И однажды мой папа свозил меня на соревнования по мотокроссу, которые меня очень так заинтересовали. И понял, что это именно то, чего в жизни мне не хватало. Кем бы вы хотели стать в детстве? В детстве, ну, даже очень трудно заглянуть в детство. Просто до того момента, как я не занимался мотоспортом, я даже и не знал, кем я хочу стать. А потом, когда уже началась такая активная спортивная жизнь, то мне бы хотелось стать, конечно, спортсменом. Была такая мечта выиграть чемпионаты мира, побывать в разных странах. Ну, вот, и как бы моя цель и мечта одновременно она сбылась. А чем занимались до мотогонок? Честно говоря, пытался найти себя в каком-то деле, занимался борьбой, чуть-чуть ходил в бокс. И так, в детстве меня это все не привлекло, а когда попробовал вот, именно заниматься мотоспортом, почувствовал, что это мое, и у меня получится, и как бы сделал основной акцент на этом. Вы иногда хотели бы пойти по стопам отца? Папа мой играл в хоккей. Достаточно интересный вид спорта, но я выбрал свою дорогу, и об этом не жалею. Вы волновались на первом выступлении? Волнение не покидает до сих пор. Если нет волнения, значит нет настроя, нет поставленной цели. Если человек ставит перед собой задачу, он внутри себя все равно немножечко волнуется и хочет преодолеть поставленный барьер. А на каком соревновании боялись больше всего? Мое самое большое волнение было в 2007 году на заключительном этапе чемпионата мира, когда в заключительном заезде могло стать 3 спортсмена чемпиона мира. Так что думаю, что это был предел моего волнения. Когда вы выиграли свой первый серьезный приз? Знаете, приз не имеет такой цены, как имеет титул. И в 2005 году мне удалось первый раз стать чемпионом мира. Вот это, конечно, ощущение этой победы запомнилось навсегда. А у вас есть какие-нибудь ритуалы перед соревнованиями, которые приносят вам победу?
Скажу так, у каждого спортсмена есть свой ритуал, который он проходит. Это даже самое простое, одинаково перед каждыми соревнованиями одевать экипировку. Каждый спортсмен экипированный, они надевают на себя защиту, которая в случае падения защищает его от травмы. Ну, грубо говоря, даже перчатки. Сначала одевается правая, потом левая. У кого-то наоборот. И эти традиции каждый спортсмен для себя соблюдает. А девушки участвуют в мотокроссе? Вот, в России это не очень сильно развито, но на самом деле проходит чемпионат мира по женскому мотокроссу. А в гараже сколько мотоциклов? В гараже, в моем лично, а не одного, потому что я не передвигаюсь на мотоциклах по улицам общего пользования. А как вы относитесь к лихачам на дорогах? К лихачам, надеюсь, что мы их все равно поборем, убедим, что по дорогам ездить на мотоциклах нельзя. На данный момент есть специально оборудованные трассы, где можно показать свою силу духа, свое мастерство и не навредить другим людям. Почему вы живете именно в Уфе? Ведь у вас, наверное, есть возможность жить где-то в другом городе. Мне здесь очень нравится, я себя достаточно комфортно чувствую. В этом городе мне удалось реализовать именно то, о чем я мечтал в детстве, какие ставил перед собой задачи. И мне бы хотелось вот этот позитив, этот опыт передать населению города Уфы, подрастающему поколению. Думаю, что это все в наших руках и обязательно получится. Какая ваша любимая улица в Уфе? Улица любимая, Первомайская. А почему? Почему? Потому что, переехав в Уфу, я жил неподалеку и очень часто гулял по этой улице. Такие детские новые ощущения, когда попал в новый город, живешь, развиваешься здесь, остались у меня на этой улице. Некоторые спортсмены посвящают свои победы, свои достижения своим близким, родным. А вы кому посвящаете? Мои родители дали мне имя в честь моего дедушки. И большинство своих побед, они, конечно, в душе и публично я посвятил ему. Каким человеком был ваш дедушка? Можете о нем рассказать? Он был учителем русского языка и литературы, был образованным, вежливым и очень много полезных советов успел мне рассказать при жизни, которые мне сейчас помогают. А мы когда-нибудь вас еще раз увидим на чемпионате? Нет. А вот вы 8-кратный чемпион мира. А если кто-то побьет этот рекорд, что тогда? Знать это будет хороший знак в том, что если побьет это наш спортсмен, значит у нас самая лучшая школа, и мы в правильном направлении. Если это побьет какой-то другой спортсмен, то это все равно неплохо. Мы будем знать о том, что наш спорт развивается, и сильные люди есть. А вы будете стремиться побить его еще раз? Нет, ни в коем случае. Я для себя поставил точку в профессиональном спорте, потому что передо мной стоит уже для меня более интересная задача. Я бы хотел, чтобы такие же ребята, как вы, при нашей совместной работе стали скорее выступать на чемпионатах мира и защищать честь нашей страны, республики. Говорят, что профессиональный спорт лишает детей детства. Правда ли или как вы считаете? На самом деле, мои одноклассники говорили о том, что, Коль, сегодня дискотеки, сегодня мы собираемся, почему от тебя пахнет маслом, почему ты не с нами, почему ты где-то в гараже? Но на сегодняшний день понимаешь, что их намного счастливее тем, что это время не потратил бездарно, как некоторые из моих юношеских приятелей, встал на какой-то жизненный путь. И сейчас у меня есть перед собой поставленная цель дальнейшей жизни. И себя чувствую очень счастливо и комфортно от этого. Если бы я была мамой, я бы побоялась отдать ребенка в 4-5 лет в мотоспорт. Как вы вот на это смотрите? Вообще сейчас для детей сделаны хорошие условия. 4-летние, 5-летние ребята катаются на маленьких мотоциклах. На них достаточно хорошая одетая экипировка, чтобы они не получили травмы. Также с ними занимается очень профессиональный педагог, который подробно объясняет, что и как нужно делать для того, чтобы они не получили травму и научились максимально
хорошо управлять мотоциклом. А сын будет у вас продолжать вашу профессию? Очень часто бывает то, что дети идут по другой дороге, не как родители, но я, конечно, надеюсь, что мотоспорт его привлекет, и он будет заниматься. Сколько лет вашему сыну? 2 годика. Через еще 2 он начнет заниматься. А сколько денег вы будете выделять своему ребенку на карманные расходы? Время очень меняются деньги, меняются ценности, и в тот момент, когда ему будут нужны, и посмотрим, сколько ему действительно нужно денег. Я скажу честно, в 98 году на карманные расходы мне родители выделяли 10 рублей. А это по тому времени много или? Но в тот момент мне хватало съездить в школу на автобусе и пообедать. А вы курите? Ни в коем случае. А пробовали? Какая злодейка. Ну, конечно, пробовал в детстве, за что в юном возрасте был строго наказан моим папой. И он желание к табаку курению у меня Полностью просто отбил? убил. А если вот, допустим, вашего ребенка поймаете на этом, как вы будете действовать? Также качественно вылечу. Вы считаете себя хорошим отцом? Вы знаете, когда мой сын вырастет, я надеюсь, что его, возможно, пригласят, и он ответит на эти вопросы. На какую тему вы не могли говорить с родителями? Ну, скажу честно, мои отношения с родителями очень теплые и близкие, так что таких тем не было. Они с любым моим вопросом я мог обратиться что к папе, что к маме, и они меня понимали и помогали мне найти нужный ответ, нужное решение. Когда дети становятся взрослыми? Мне в бурной деятельности удавалось наблюдать уже, можно сказать, старых людей, но они еще не стали взрослыми. И в то же время встречались такие, кажется, что это ребенок, а на самом деле он уже взрослая личность. Это зависит от каждого человека. Как вы учились в школе? В школе учился достаточно неплохо, отличником не был, но и... Ругали за тройки, двойки? Ну, родители меня не ругали, потому что видели, учиться на отлично не мог. Основное время занимал у меня мотоспорт. Но писать, читать и говорить на иностранном языке умею. Николай, do you speak English? Sorry, I'm no understand English. Yes. Ich nur sprechen Deutsch. Всегда выполняли домашние задания? Не всегда. Прогуливали? Прогулял, как и вы. А любимый предмет какой в школе был? Мне нравилась математика. А в детстве что вы коллекционировали? В детстве я очень любил коллекционировать сувенирные машинки. То есть, если себя там вел хорошо, получал в начальных классах хорошие оценки, родители мне не отказывали и покупали сувенирные машинки. Вы любили драться в детстве? Ну, как сказать, это меня привлекало, как и всех других пацанов. Драка – это такая интересная штука для самоутверждения, для, как сказать, завоевания какого-то положения в школе. Это было в моей практике. Часто дрались? Ну, не часто, но в конфликтных ситуациях. А до скольки лет вы верили в Деда Мороза? В Деда Мороза, лет до 7 верил точно. А родители вам говорили о нем что-нибудь? Ну, знаете, мне мои родители подарили очень яркое детство. Я надеюсь, что у них такая же яркая будет старость. А какое время детства вы хотели бы вернуть? Ну, на самом деле я об этом много думал и ничего возвращать бы не хотел. Каждому периоду жизни свое время, и тот период для меня был очень красочным, ярким, запомнился. И сейчас впереди у меня новые планы, и просто нет времени на то, чтобы возвращаться в детство. А чем для вас пахнет детство? Детство пахнет шоколадом. Уж не знаю, чем пахнет шоколад, но очень сладко. Кто для вас был примером для подражания? Примером, вы знаете, для меня был, как бы сказать, не то что кумир, но
такой человек, которому я немножко пытался подражать. Это спортсмен нашего вида спорта, чемпион мира 1981-2 года Сергей Григорьевич Казаков. То есть это замечательный, открытый человек, сильный, с золотыми руками. Вот. А вы хотели бы с ним лично познакомиться? Мы с ним лично хорошо знакомы в дружеских отношениях. А у вас много друзей? У меня хорошие друзья, я отвечу так. Вот. И счастье не в их количестве, а в их качестве. Сколько друзей у вас ВКонтакте? ВКонтакте, честно говоря, не знаю. Я не поклонник контакта. Трудно. А вы общаетесь со своими болельщиками? Да, обязательно. Потому что наше творчество, вот, спортивное, все равно оно сделано для того, чтобы людям это нравилось. Чтобы люди приходили на наши спортивные мероприятия, получали удовольствие. И мне очень приятно общаться с людьми, которым нравится то, что я делаю. Часто ли вы разочаровываетесь в людях? Ну, конечно, такое бывает, когда человек появляется возле тебя в каком-то образе, в какой-то придуманной маске, и потом он не начинает соответствовать этому образу, то появляется разочарование в том, что вообще на этого человека было потрачено время, и он его отнял. Бывает такое. И есть ли человек, который знает о вас все? Ну, наверное, таких людей нет. Есть один, это я. А может, это вообще не человек? Там стены, кошка, собака игрушечная. Нет, наверное, нет. Когда вы в последний раз плакали? Ну, а от радости или нет? Ну, от радости. Честно говоря, я дату не помню. А если вспомнить? Вот напрягаюсь, но не могу. Первую любовь свою помните? Первую любовь к мотоциклу очень хорошо помню. А первый поцелуй? Забыл. Бывает ли любовь с первого взгляда? Мне такие романтичные вопросы задаете, они меня даже в краску вгоняют. Наверное, бывает. Можете характеризовать свою жену? Когда рядом с тобой человек, и он настоящий друг во всех твоих вопросах, начинаниях, то есть этого достаточно. Какие цветы вы дарите своей жене? Мне нравятся белые розы. Если у вас будет свободное время, и жена захочет пойти по магазину, вы пойдете вместе с ней? Мне шопинг не очень нравится. Тем более женский. Лучше я останусь дома. А как вы познакомились со своей будущей супругой? Как познакомились? Случайно. Расскажите. Не расскажу. Тайна. Почему мужчин пугает умная женщина? Почему? Потому что ее, наверное, не обмануть. Вы обманываете свою жену? Ни в коем случае. Какие качества вы цените в людях? В людях, ну, для меня первое, это, конечно, доброта. А доброта, уже если она в человеке есть, она с собой несет очень много позитивных качеств. И уже с этим человеком есть о чем разговаривать и вообще делать какие-то дела. Сейчас многие спортсмены идут в политику, то есть становятся губернаторами. Вы бы хотели тоже пойти? Честно говоря, хотел бы для того, чтобы сделать что-то лучше спорту, людям, показать какую-то свою точку зрения. Думаю, что от других спортсменов не отличаюсь, и если у меня будет такая возможность, я ее обязательно использую. А если бы вы были президентом, то что бы вы сделали в стране? Мороженым бы вас всех накормил. Спасибо. Вы экономист или транжира? Ну, если быть подробнее, я, наверное, что-то между тем и другим. На что вам не жалко потратить большую сумму денег? На спорт-инвентарь. Все, что как бы меня так отличало от других спортсменов, я тратил намного больше денег на спортивную экипировку, на технику, на что-то новое, чем мои конкуренты. А что вы предпочитаете одевать? Туфли или кроссовки? Ну, это смотря куда и в каком месте. Думаю, что сегодня в строгом костюме я был вам не интересен. А какая у вас машина?
Черная. А какая ваша любимая марка машины? Mercedes-Benz. А вы оседлали железного коня, а слабо настоящего живого. Честно скажу, прям вашими же словами слабо. Однажды меня посадили на молодого жеребенка, и я попросил меня снять обратно. Даже самый мощный железный конь, он управляемый, он слушается, как бы сказать, его водителя, наездника. А живое существо, оно практически неуправляемое, и общего языка я с ним не нашел. А какое ваше любимое животное? Мое любимое животное – ежик. Почему? Ежик, ну, я не знаю, вот почему-то особенно ежик у меня вызывает такое много эмоций положительных. А какая порода собак вам больше всего нравится? Мне нравится колли. А вас кусала собака? Моя же личная собака меня и кусала. Они плакали? Ну, как-то больше смешно было. Есть ли что-то, чего вы очень сильно боитесь? Да, есть. Это такая очень, вещь. Я боюсь сильно щекотки. Вы любите прыгать с парашюта? Да, этот вид спорта меня заинтересовал, это мое хобби. И вот на протяжении этого лета у меня просто не было времени прыгать. А какая самая большая высота, которую вы покоряли? 2200. А было страшно? Нет, парашют у меня не вызвал таких эмоций, которые я ожидал бы. На самом деле, с одним моим другом мы прыгали в воду просто без парашюта. С большой высоты это были более острые ощущения. Есть ли такое место, в котором вы боитесь побывать? Такого места нет. Если вам, например, подарили 1 000 000 рублей, на что потратили бы? 1 000 000 рублей? Ну, очень трудно сказать. И если бы его подарили, просто подарили, то я бы его передарил. Почему? Почему? Ну, вот у меня такое особое отношение к деньгам, то есть мне свое не отдам и чужого не надо. То есть если это подарено, то считаю нужным это передарить. Так даренное же не передаривают. Ну, в этом случае у меня на это свой взгляд и также свое суеверие. Так что сказал то, что чувствовал. А вам когда-нибудь говорили, что вы похожи на Брюса Уиллиса? Никогда. Вы мне говорите об этом первое. Да. Правда, похож, да? Да. Да. Чудеса Грени. Вы когда-нибудь сочиняли свою музыку? Нет, я не музыкант. А пробовали хотя бы? Честно скажу, нет. У вас есть любимый анекдот? Анекдот нету. Анекдотов мало знаю. А может, расскажете один? Нет, не расскажу. Какая у вас любимая книга? И любите ли вы вообще читать? Книга. Мне очень сильно запомнилась книга Чиполлино, называется такая, очень толстая. В детстве мама не давала мне велосипед, заставляя, чтобы я каждый день читал 2 абзаца. Хорошее воспитание. Какой у вас самый любимый мультик? Самый любимый мультик, я, честно говоря, название его не помню, но помню, что там в главной роли был Крот. Это наш такой советский мультик. Мне он очень нравился. Как вы относитесь к тому, что советские мультфильмы, то есть «Ну, погоди», запретили смотреть детям? Ну, вообще, я бы очень хотел, чтобы в нашей стране запретили показывать иностранные мультфильмы, там, когда какие-то непонятные существа с квадратными головами, с телевизорами в животах, появлялись на наших экранах. Это очень страшно. Даже когда с утра я включаю телевизор и вижу эту картину, то она меня немножечко пугает. Наши советские мультики очень замечательные, такие как «Ну, погоди», и еще там ряд очень много хороших сказок, на которых можно действительно детей воспитывать. Так что я против того, чтобы наши мультики не показывали. А перед Новым годом, по традиции, вы смотрите «Иронию судьбы» или «С легким паром»? Обязательно. И обязательно смотрю. Мне очень нравится этот фильм. И самое интересное, что такие старые фильмы, как «Ирония судьбы», их не надоедает смотреть. То есть их можно каждый год смотреть. И не знаю, сколько нужно времени, чтобы это надоело. А если вам выпал шанс снять свой фильм, о чем бы сняли бы? Ну, честно говоря, если бы выпал такой шанс, фильм мне бы хотелось, конечно, снять про тот спорт, которому посвятил всю свою жизнь, про тех людей, которые меня окружали, плохие и хорошие, чтобы
передать всем своим болельщикам полную картину. Не все то, что они видят только на треке на стадионе, но и то, что за трибунами происходит. А вы умеете сами рисовать? Умею рисовать солнышко в углу листа. Не боитесь ли вы, что плохо получитесь на наших портретах? Думаю, нет. Один мой близкий друг дарил мне нарисованный портрет, но он был нарисован с фотографией. Вот так, чтобы находиться в одном, так сказать, положении. У меня такого не было, это со мной первый раз. Еще вы задаете мне разные коварные вопросы, от которых я как на горячей сковородке. Ну, увидим, что получится. Почему вы считаете, что наши вопросы коварные? Ну, все вопросы коварные. Вы стеснитесь? А, Представляешь, если... Вы меня заставляете стесняться. Вы не похожи на человека, который стесняется. Не похож, да? Нет. Не, ну, это маска. А как вы думаете, душа человека, она бессмертна? Ну, об этом трудно сейчас мне сказать. Даже не знаю. Тогда где душа человека? Наверное, в человеке. А за какой поступок вам до сих пор неудобно? За какой поступок? Перед кем неудобно? Ну, перед родителями, перед друзьями. Ну, как сказать, перед родителями особо нет такого. Стараюсь жить так, чтобы потом мне было стыдно. Думаю, что такой вины, за которую мне было до сегодняшнего дня больно, нет. А если что-то сделал неправильно и почувствовал, то извинился сразу и так полагаю, что на меня зла никто не затаил. А какого цвета счастье для вас? Зеленого. А почему зеленого? Мой любимый цвет. А с чем он ассоциируется? С листьями. Значит, ваше самое любимое время года – это лето? Наверное, лето, да. А вы любите гулять под дождем? Под дождем? Ну, не особо. Почему? Ну, не хотелось бы промокнуть. Вы помните самый счастливый день в вашей жизни? Вы знаете, мне трудно разграничить, что именно сделало меня самым счастливым, потому что на протяжении 15 лет моя юность проходила очень ярко. Мне удалось добиваться спортивных результатов в спорте. Меня очень радовали мои родители, как они меня поддерживают. И, в принципе, было настолько много очень ярких событий. Мне трудно сказать, что именно самое такое. У вас есть поставленные цели сейчас? Сейчас, да, цели есть. А Поставленных целей достаточно много. Вот, и я бы хотел, чтобы весь наш мир стал чуть добрее, чтобы люди больше улыбались. Хотел бы вернуть доступные детские секции для того, чтобы дети могли найти себя не только в компьютере, но и в обыкновенной жизни. Это на сегодняшний день не хватает, это цель моего завтрашнего дня. Кем в своей жизни вы гордитесь? Горжусь своей командой, которую мне удалось создать. Команда, у каждого спортсмена есть своя маленькая команда, которая с ним идет по жизни. С моей командой мы добились вот этих успехов, о которых вы мне сегодня задавали вопросы. Горжусь тем поколением, которое сейчас занимается в моей школе и добивается результатов. Оно меня радует. А вы считаете себя звездой? Ну, знаете, так не постесняясь ответить, звездой себя считают, наверное, немножечко больные люди, которые не ходят по земле, как мы все, а летают. Так что им, наверное, когда они перестают гореть, им очень больно падать. Так что лучше всегда оставаться обыкновенным человеком. Спасибо вам, Николай, за то, что вы пришли сюда и уделили нам большое время. Я хочу вам пожелать в будущем, чтобы все ваши цели свершились. Вы меня поразили своей решительностью, целеустремленностью. Вы сильный человек, и это мне очень понравилось. Я желаю вам воспитывать будущих чемпионов. Я вам хотел пожелать, чтобы вы построили большой дом, купить свою любимую собаку, чтобы
учили своих учеников, и они что, побеждали везде? Ребята, ну я хотел бы вас поблагодарить за такую теплую атмосферу, за то, что сегодня я был с вами здесь, на этом месте. Вы рисовали мой портрет. Со мной это действительно первый раз. Очень приятно. Какие-то новые впечатления. Я хотел бы вам пожелать и в вашей учебе, в вашем творчестве также достижений, чтобы вы реализовали свои таланты и добились поставленной своей жизненной цели. Спасибо вам большое. У вас просто такие глаза прям выразительные. Да? Прям какая-то энергетика такая от вас, решительность. Ну, Я постаралась тут так передать. хорошо, с огоньком. Да. Это смелый, открытый человек, с которым было интересно пообщаться. У меня просто нет слов. Я улыбаюсь и не знаю даже, что сказать. Да, все говорят, чудес не бывает. Еще как бывает. Мне понравился его ответ о том, что он боится щекотки. Готов ответить на даже самые каверзные вопросы, но некоторые он все-таки решил утаить от нас. И он очень хороший, добрый и терпеливый человек. Мне очень понравился Николай, потому что он позитивный человек. Так, ну тут ничего себе. Тут это не портрет, это меня сфотографировали уже. Я больше всего жду, не дождусь, когда закончатся съемки. Ну и Николай нас прокатит на своем мотоцикле, на котором он завоевал много побед. Я должен выбрать один портрет, но это очень сложно. Я думаю, что в моем музее хватило бы места, конечно, для всех. Но раз такая передо мной задача стоит, наверное, все-таки я выберу вот этот. Тут в полный рост, как бы в неплохой спортивной форме. Может быть, когда-то я ее достигну. Так что я выберу вот этот портрет. Спасибо большое. Вообще, на самом деле, была достаточно интересная атмосфера, когда рисуют тебя дети, они задают вопросы так, как они об этом думают. И взрослому человеку на них надо сориентироваться, чтобы ответить понятно и доступно. Какие сказки вам читала мама на ночь? Ну, я просто не знал, как себя собрать в руки. Быстро напрягался, вспоминал эти сказки. Про первые поцелуи, про зарплату, про стоимость мотоцикла. Я чувствовал себя как на горячей сковородке, отвечая им на вопросы, но потом все равно влился в их компанию.